Вот такой вот дом. Это колесо. У нас такая мастерская была в Мозыре. Колесо. И вот можно посмотреть, как у нас там что было. У нас был люк, в котором кроты поселились. На чердаке у нас жили самые настоящие летучие мыши. Мы их даже видели. Это вот внутри у нас была такая мастерская с разными полочками. В диване у нас там прятались за подушками какие-нибудь там секретики, например, конфеты. Мышей мы, правда, у нас не видели, но мы придумали, что она могла бы, наверное, ей бы у нас неплохо жилось. Мы когда это сами себе придумали, мы очень хотели найти кого-то, чей путь мы могли бы там спросить, как ты там оформился, как ты это сделала, как аренда, как что. И мы так долго искали по Беларуси. Но студии, как бы, есть же коммерческие такие студии, там, где как бы они больше про деньги, а у нас как раз образовательный процесс такой на первом месте. Вот. И, конечно, так получилось, конечно, я сейчас так говорю. И мы решили, значит, будем что-то придумывать совершенно сами. Мы вообще изначально, конечно, хотели по-белорусски называться «Кола», и мы детям пришли и объявили: дети, мы будем называться «Кола», а не «Кока-кола». Мы говорим: нет, просто «Кола». Я видел реакцию детей, что они хотят другого, вот, что им интересно другой формат проведения занятий. Вот. И мы тогда поняли, что нам нужно что-то больше, создать какую-то площадку, вот, где могли дети приходить и находить себя в творчестве. Большая проблема государственных наших художественных школ – это отсутствие у них, что ли, гибкости. То есть время идет, все вокруг меняется, появился интернет, там самолеты быстрее летать начали, поезда быстрее ездить, а они гордятся тем, что у них они работают по какой-то там советской программе, что они не изменяют традициям. И мне кажется, что образование, которое они дают, оно к современной жизни неприменимо. То есть они учат чему-то и не объясняют, зачем они этому учат. Вот для чего тебе этот навык? Я смотрю вообще еще ради чего учить. То есть что будет потом после учебы с этим художником, с этим учеником. Потому что именно учебный процесс должен быть ради чего-то. И вот я поняла, что наша школа, она не ради ничего. То есть вот просто ни для чего. Потому что очень многие люди вот к нам приходили и спрашивали: вы бумажку даете? Я говорю: нет, мы не даем, мы даем знания. У нас все наши выпускники все поступили. Вам этого мало? Ну вы же бумажку не даете. И как бы, ну да, мы не даем бумажку. Мне очень нравится такой, я прям горжусь этим проектом нашим, набор открыток по детским рисункам. То есть наши ученики рисовали все за свои деньги, мы это все распечатали. Я вот набор распечатала, принесла вот в исполком, говорю: вот смотрите, вот мы набор открыток сделали. А теперь вот нам тесно в квартире, можно, вот, может, у вас есть какое-нибудь помещение? А еще у нас дети-инвалиды занимаются, причем с инвалидами мы занимались совершенно бесплатно, вот на этом этапе. И говорю: может быть, вы нам, ну вот как-то вот что-то, вот нам нужен первый этаж, там какие-то я такие вот пожелания свои произнесла. Вот. Ну и мне швырнули эти открытки, сказали: представляете, она еще и торговлей занимается, там что-то продает. И наши ученики, это была наша семья, и наши ученики это чувствовали. Мы вместе отмечали свои дни рождения, мой, Жени, наших детей. Наши ученики отмечали у нас. То есть мы были на самом деле такой большой дружной семьей.
сожалению, из-за того, что наша гражданская позиция не совпадала с происходящим в нашей стране, мы вынуждены были покинуть свой родной город. К сожалению, пришлось закрыть нашу мастерскую и переехать на новое место жительства. Мы когда собирали инвентарь наш, какие-то вещи в мастерской, упаковывали в коробки, это все было омыто нашими горючими слезами. Когда приходили с нами прощаться ученики, это тоже было... я даже не каждый раз находила в себе силы выйти к ним, потому что я думала, что мое сердце этого не выдержит. Рухни, 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 и подавая след страны. 3 дня на переезд. Переезжаем, пока что у нас только свал, потом тут будет все пусто. Еще одна путаница под ногами, которая занимает нам очень много места. Куда ты будешь лететь, Алиса? Я лечу в Беларусь. Ты в Беларусь летишь? Хорошо. Да. Это было какой-то путь, какой-то этап в жизни, да, вот в неизвестность. Приехали, зашли вот в квартиру, сели, и все. И что дальше? Вот пауза. У нас даже у двоих были одинаковые ощущения, вот если говорить, что как будто бы вот мы, вот это вот переезд, у нас было ощущение, что мы прыгнули куда-то, вот просто вот в неизвестность. И был момент, что нам казалось, что эта неизвестность – это очень дно глубокого моря. У нас у двоих это вот было, что мы на дне какого-то глубокого моря, и у нас уже нет физически сил глотнуть воздуха, что все, вот нам надо бы подняться, глотнуть, и все будет хорошо. И мы потом выплывем. А мы вот смотрим, что все уже нету. И вот мы на этом дне, это было достаточно долго. Вот мы там находились. Вы знаете, еще все-таки про это не 20-й год. То есть это же не первый день, да. То есть мы те проблемы не закрыли, не решили, эти накинулись. Все, просто нету. А коронавирус еще. Вот, все, мы просто обессилены. Мы понимаем, что у нас дети, нам нужно как-то двигаться, жить дальше, а мы вот смотрим и говорим, нет, у нас нет сил. Что я занимаюсь не телефоном, а рисованием. И теперь самое ты что рисуешь? Работа, которую я хочу продать. О. Тяжелее всего было это нашим детям. Друзья остались в Беларуси. Мы пошли в школу, в детский садик. Мы думали, что как-то вот общение с детьми им станет легче, но оказалось, что тут как-то языковой барьер. Вот. Они, конечно, первое время вообще не понимали и как общаться, и что делать. Есть какие-то вещи, которые они решаются сами. И вот нужно было просто время. И спустя какое-то время дети начали уже говорить: все, до свидания, меня там друг ждет, да, вот. Начали уже звонить дети в домофонную дверь, вот, когда там Фрося выйдет, да, вот. Есть дома Фрося там. Вот. И нам стало легче. Мы ехали с расчетом, что, скорее всего, нам придется поменять профессию. Да.
Мы даже не ходили в город гулять. У нас очень красивый город, где мы живем. Но у нас даже вот непонятно было, зачем куда-то идти. То есть как-то все у нас лишилось смысла. Были мысли только о том, как заработать деньги, вот, и как вообще нам тут выживать. А вот идти и наслаждаться красотой города, общением с прекрасными людьми почему-то даже в голову этого не приходило. Но в один момент я вот написала в Фейсбуке в группе «Белорусы Вроцлава», что вот здравствуйте, я вот художник-педагог, может быть, есть место, где собираются белорусские дети. Я бы вот пришла бы, просто с ними там порисовала, и было бы чудесно. Я оставила ссылку там на наш инстаграм-канал. И тут я увидела, сколько классных белорусов во Вроцлаве. Мне написало очень большое количество людей. Я даже, по-моему, даже не всем успела ответить. И все предлагали там, кто что. Разные были варианты. Кто-то, говорю, в гости пригласил, кто-то пригласил там какой-то свой проект уже открытый, прийти там мастер-класс провести. Вот. И получается, вот этот вот пост, единственный, который на самом деле я написала, вот он потом привел к тому, вот к этой точке, где мы сейчас находимся. У меня было 2 дня, чтобы собрать вещи, и когда ты уезжаешь спонтанно, ты не осознаешь еще того, что тебя ждет дальше. И я помню, что когда я заходила в самолет, тогда еще самолеты летали с территории Беларуси, я помню, что я плакала, потому что я не знала, что будет дальше. Я долгое время говорила, что я здесь ненадолго. Вот я думала, что там привязывалась к каким-то датам, считала каждый месяц о том, вот сколько я уже нахожусь в эмиграции. Но потом в какой-то момент ты понимаешь, что ничего не меняется, и надо как-то жить сегодняшним днем. Одной из эмоций таких было, когда я садилась в трамвай, мне казалось, что я еду домой. Но мне казалось, что сейчас трамвай приедет. Хотя, где я жила в Минске, там не ходили трамваи. Мне почему-то казалось, что вот я еду домой. Потом одно из чувств, ты ищешь какие-то схожести. Пытаешься вернуть какие-то привычки, которые у тебя были в Минске, например. Все-таки надо переключаться. Очень много в последнее время плохих событий. И нельзя вечно жить в негативе. И вот как раз-таки рисование, спорт, танцы – это те вещи, которые помогают человека вытянуть из этого состояния. Потому что когда ты только находишься в негативе, ты в какой-то момент просто не будешь это вытягивать. И психологу потом сложнее с тобой будет. И вот как раз-таки это такая разрядка не только для твоей души, но и для твоего эмоционального состояния. Нам помогло то, что вот в Польше культура, менталитет, он очень близко к нашему. И даже языковой барьер, да, для нас стал не проблемой, потому что мы много понимаем. Мы увидели здесь, если говорить про Польшу, то как заботу о себе на самом деле. То есть как вот они все тут продумано для нас, вот, чтобы минимизировать какие-то наши эти ситуацию. Вот это саму для нас такая трагическая ситуация, наш переезд, вот, но на законодательном уровне, вот как и жители Польши нас приняли, но мне кажется, что максимально это все нам было так мягко. Стресс был скорее от того, что мы не готовились к переезду, вот, мы не планировали уезжать. Многие люди, такие же, как и мы, прошли этот же путь. Мы здесь не одни оказались, такие во Вроцлаве, но нам очень повезло, что мы нашли в себе силу. Опять, как птица Феникс, возродиться здесь. Я думаю, что это просто какая-то удача. Это такой подарок судьбы, такая возможность нам продолжить заниматься своим любимым делом. И, конечно, было бы и есть это здорово, что мы так и есть. Мы кого-то своим примером вдохновляем. Нам недавно вот фотокнигу прислали из Тбилиси, тоже белорусская очень хорошая фотохудожник она. Вот, и нам подписала, что книга там про память, очень хороший такой фотоальбом, фотокнига. И она прям написала спасибо за то, что вы делаете, вы создаете хорошие воспоминания для своих детей. Вот, то, что вы над этим работаете. Да, мы, наверное, об этом.
Мы не про рисование. То есть я очень часто говорю, что у нас нет цели научить рисовать. Учить рисовать – это параллельно. Мы можем учить и чему-то другому. Шить, ткать, то есть это как бы мультики снимать. Вот. А мы вот про яркое детство, наполненное творчеством, какими-то глубокими мыслями, какими-то незабываемыми встречами, разговорами важными. Да, я думаю, что наша мастерская была безупречна.